Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, якія знаёмяць вас з вялікімі і унікальнымі кінавідэафондамі Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Не кожны здольны захаваць маладосць душы. Дзеля гэтага важна працягваць вучыцца новаму, удасканальвацца як асоба і дапамагаць з адкрытым сэрцам усім, хто побач. Гэта ўсё пра нашага сённяшняга госця, заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Правалінскага. Каким бы этот мир нам не казался странным, какой бы наша жизнь порою ни была, но дружба крепкая со мною постоянно, она от всех невзгод меня уберегла. Каких бы я вершин высоких не добился, каких бы я преград не встретил на пути, со мной мои друзья, и с ними я делился заботой и добром, беде и в радости. Назло седым ветрам, назло всем неудачам, я дружбы не предам, я не могу иначе. Не зря нас наша жизнь на прочность проверяет, надежнее друзей на свете не бывает. Владимир Михайлович, добрый день. Добрый день. Мы рады, что вы сегодня у нас в гостях и хотим с вашей помощью и с помощью уникальных киновидеофондов Белти радиокомпаний совершить интересное путешествие, которое напомнит какие-то страницы вашей биографии, безусловно, расскажет о дне сегодняшнем. И мы так хотели бы, чтобы подарило вам приятные эмоции от тех фрагментов, которые мы подготовили для нашей встречи. Вы согласны отправиться в это путешествие? Будем отправляться. Уладзімір Михайлович Правалінскі нарадзіўся ў 1948 годзе ў Оршы. Выступаў за зборную каманду Беларусі па боксе на усесаюзных і міжнародных спаборніцтвах. Але галоўным і самым любімым захапленнем на ўсё жыццё стала музыка. Голас спевака пакарыў сэрца слухачоў у розных кутках нашай краіны. Найбагацейшы рэпертуар артыста налічвае сотні твораў. Сярод іх такія вядомыя кампазіцыі, як «Бераг юнацтва», «Старана моя азёрная», «Неспакойнае сэрца» і многія іншыя. Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. Владимир Михайлович, у вас были серьезные увлечения в молодости. Все это как-то привито уже с детства. Дедушка на гармошке играл очень здорово. Он мне сделал для меня цимбалы, я там что-то стучал, там что-то как получалось. Ну, меня все пели, в общем-то, здорово. Мне мама прекрасно пела, бабушки, дедушки. Поэтому интересно было, когда все поют. Ну, и я там уже что-то там, наверное, подвывал, как мог. Уже когда мне было где-то 4, 5 лет, 6, мать говорила: ты, наверное, будешь певцом. Это песня, которую поклонники вашего творчества узнают буквально по первым нотам. Не догадываетесь, пока о какой песне идет речь? Не знаю, вы интригуете, поэтому... Хорошо, смотрим на экран. Да, смотрим. Сторона моя былинная, песня матчина родно, каравай магазинная, магазинное вино, телячу сюды пораиться, ці душу свою почуть. Белые гуси, белые чайцы аману со мной ведут. Дай ласкавую руку. Владимир Михайлович, можно сказать, что это одна из песен из вашей золотой коллекции. Да, это Евтухович мне тогда говорит: я хочу, чтобы ты ее исполнил. Я говорю: конечно, я ищусь, конечно. Сторона моя озерная, хата светлая, просторная, хата светлая, просторная, двор у белом вишняку, сторона моя озерная, хата светлая, просторная, хата светлая, просторная, двор у белом вишняку.
вишняку. А скажите, пожалуйста, как ваша мама отнеслась? Ну вот вы эстрадный певец. Она ничего плохого не может сказать. И мать у меня очень такая добрая была. И красивая, и добрая, и настоящая. Очень. Не было такого праздника, чтобы я не поехал к маме. Потому что мать – это свято. И жаль, когда уходят. Был концерт военной контрразведки, и мне прямо перед выходом где-то за 3 номера сказали: мама умерла. А вы на концерт? И я спел, я выдержал это все, но состояние было такое, очень такое, знаете, страшное. Не дай бог ощутить любому человеку, что это такое. Сівізною заснежені скроні, і життя несупинно бяжить. Цепленню материнських долоняв немагчыма ніколі забыть. Маті, матуля, моя дорогая, ты мое счастье, радость земная, мне твоей ласки так не хапае, мати, матуля, моя дорогая. Но дело в том, что у меня родители развелись, когда мне было 10 лет. И нас воспитывала мама, воспитала мать достойных нас. И помню даже, когда дети мы были, чтобы какой-то рубль заработать тогда еще в те времена, так я там дорогу устроили в сторону горок на академии. Там, грейдер пройдет, эти камушки выбирал. То есть с 8 утра до 12 часов дня работал. То есть так вот получалось, чтобы рубль принести. Так мне это было знакомо, что я маме иногда приду: мама, я говорю, вот рубль заработал. Хотя я с отцом тоже уже потом я ему где-то с ним до 20 с ним, так, общались, встречались, но не так. Вот, было, как должно было быть. То есть я не мог простить вот это вот, знаете, все это в памяти было. Вот, что он применял мою маму. Вот так вот, это жизнь. Потом я ему простил это все уже, думаю, ладно, потом он... Общались потом. Так сказать, уже общался с ним, потому что ночью уже не общаться. Почему? Потому что уже более осмысленно я стал подходить к этому вопросу. А есть ли в вашей семье семейные традиции, которые вы поддерживаете из поколения в поколение? Выезжаем на родину. Там похоронены и мама, и папа. Это святое. Это основа, ради чего мы живем. В Оршу, когда ты приезжаешь, и сердце твое замирает, где ты на горке вырос и жил. Малая родина. Да. А у меня там много же друзей. Сейчас они генералы, академики известные. Серьезные люди. Серьезные люди, да. У каждого из нас есть своя малая родина. Иногда это приходит во сне. А как у творческих людей, этому посвящаются и песни. Ёсць на землі дорогі мне куточок, где застаются мои корони. Свет спознавал там допытливый хлопчик, щиро вучился людской доброні. Песня прекрасная, это мне показал сам он врач по профессии, Корицко Сергей Сергеевич. Он действительно очень скромный человек, он очень творческий человек, он прекрасный человек. И у него много песен хороших. Сонная вёска, натхнення колиска, мой талисман, яковник мой, где не бываю, далеко и близко, ты безумовно заўсёды со мной, где не бываю, далеко и близко, ты безумовно заўсёды со мной. Вас знают как эстрадного певца. Так.
Но мало кто, я думаю, знает о том, что вы еще и боксер. Я спортивный человек, помню, где-то в 4 классе начал с вольной борьбы. Но потом походил, мне что-то это не понравилось. Потом я перешел на баскетбол, я прилично играл. Потом на лыжах я бегал. А потом к нам приехал Брин Абрам Яковлевич. Он обратил на меня внимание, и так пошло у меня. После этого я в Минск уехал, выступал за «Динамо». Владимир Львович Коган, прекрасный тренер, заслуженный тренер Советского Союза был. Вообще замечательный человек. На соревнованиях стал участвовать, там, в юношеских, в республиканских, потом международных. А потом я ушел в армию. С армии, когда я пришел, мы готовились к ЦС «Динамо». Меня загоняли, у меня было перенапряжение миокарда левого желудочка. По 2 тренировки. Ну и потом я какое-то время оставил спорт, не выступал. А потом Леонид Викторович Романенко говорит: Володя, кончай дуростью заниматься, давай, надо тренироваться тебе. Я стал за «Спартак» выступать, я уже не возвращался в «Динамо». Со здоровьем восстановился. Ну как я тогда восстановился, по сути дела? Я особенно не восстановился, я медкомиссию проходил, вместо меня проходили. Друзья, кто-то с друзей пошел, сдал там. Ну и стал выступать уже, участвовал на международных соревнованиях, у нас была сильная команда. Это Березюк, Дубовский, Соколов, Иванов, Почетухин, Александров, Зелевич, Приловский, чтобы кого-то не обидеть, потому что если могу еще кого-то не вспомнить, так пусть они меня простят. Под гром фанфар и рев трибун выходят 2 бойца. Ритмично бьются в унисон и храбрые сердца. Ты просто молча соберись, пока не грянул бой. А грянет бой, как лев дерись, а грянет бой, как лев дерись. И помни, Бог с тобой. Ведь это бокс, а не балет. На ринге компромиссов нет. Здесь побеждает только тот, кто до конца идет вперед. Ведь это бокс, а не балет. На ринге компромиссов нет. Здесь побеждает только тот, кто до конца идет вперед. Это бокс. Скажите, Владимир Михайлович, вот сейчас наблюдаете за спортивными соревнованиями? Ну, конечно, это же... А какие виды спорта, вот интересно вам? Я смотрю все виды спорта, потому что я не только боксом занимался, но мы же на сборах встречались и с гимнастами, и с борцами. Я по сей день дружу с Сашей Медведем, выдающийся спортсмен и прекрасный человек, просто удивительный человек. И я дружил со Славой Беловым. И Таня Самусенко, тоже знаменитая фехтовальщица, и Сюжин Васик. Я ему даже когда-то предсказал, что он будет чемпионом Союза, еще и Европу. И точно, он мир выиграл еще, и был чемпионом мира. Это мои были близкие такие люди и друзья, и сейчас остались. Ну, много же осталось. В общем-то, я их всегда помню. Но сейчас, конечно, сейчас надо только вспомнить всех. Я могу сказать, что я вот встречал много на своем пути хороших людей, потому что я считаю так, если как ты будешь относиться, так и к тебе будут относиться. Ну, со спортом у меня много очень связано, но я не забывал музыку. Я ходил на тренировки и ходил во дворце Камольного комбината. Так. Был педагог там по вокалу Николай Климов. Потом занимался в ансамбле «Юность» при консерватории. Так пошло-поехало у меня, что я там выступал, там выступал. Я предлагаю сейчас послушать еще одну композицию, которая навевает воспоминания. Тайдынки берег дали, берег юности моей, и с годами все печальней, небе клёкот журавлей. И тебя, наверное, тоже тянет призрачную даль, и тебе порой, быть может, как и мне, чего-то жаль. Жаль, у моря нету брода, а у ветра нет следа. Жаль, что годы, скороходы, быстротечны, как вода. Только лучше вечерами ты былого не зови, хоть и кажется, вчера мы говорили о любви. Посмотри, как звонко утро, как красив рассветный час. Это значит, очень мудро жизнь решила все за нас. Жаль, у моря нету брода, а у ветра нет следа.
следа. Жаль, что годы, скороходы, быстротечны, как вода. Жаль, у моря нету брода, а у ветра нет следа. Жаль, что годы, скороходы, быстротечны, как вода. Жаль, у моря нету брода, а у ветра нет следа. Жаль, что годы, скороходы, быстротечны, как вода. Есть что вспомнить, что интересные встречи в жизни были. С 1976 года я дружу с своими друзьями близко. Для меня это Иосиф, Лещенко и Винокур. Когда Лев Валерьянович приехал в Минск, он познакомился с Лученком. Казалось бы, я живу в Беларуси, а, так сказать... Москвич знакомит вас. Да, меня знакомит с Лученком. Он послушал и говорит: Володя, тебе нужно заниматься. Надо петь профессионально. Он решил меня показать Ксении Алексеевне Дроздовой. Уже завязал спортом, потому что надо вовремя, вы знаете, и уходить, потому что несколько ударов таких было тяжело. Травмоопасный ведь вид спорта, Да, такой для это сильных опасно. духом мужчин. Да, я вот сочувствую сейчас. Вот если бы сына я бы только отдал, если бы только не на бокс. А может быть, отдал на какое-то время, чтобы он там... Почувствовал немножко, почувствовал да? себя, да. После этого, когда он мне показал, я приходил к ней, Так. но я в течение 7 лет ходил в консерваторию. Вот можете представить, братья Рокки. Да. Я вот после работы там по 3-4 раза в неделю занимался. Мгм. Я серьезно подходил к этому вопросу. Терпеливо. Ну, потом был какой-то конкурс «Товарищ песня» всесоюзный. Ага. Я тогда стал лауреатом этого конкурса. Перед этим республиканский был конкурс, этот всесоюзный. Ну и пошло-поехало. Потом Всемирный фестиваль молодежи, студентов. В общем-то, там выступал, там лауреатом был. И все, и потом пошло, стал уже песню записывать. Мне везло. Потом Ксения Алексеевна, Царство Небесное, уже умерла. А перед этим я как-то встретил Бучеля. Он мне давно уже предлагал. Говорит: Володя, давай я, в общем, так сказать, я займусь с тобой. Мы с ним серьезно так занимались. Мы записали целый диск упражнений и прочее, прочее. Я всегда дома, ну, где-то около часа, 3 или 4 раза в неделю я все время занимаюсь собой. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый, израненный в битве гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце и не забудет никогда. Скажите, пожалуйста, поколение послевоенных детей – это те дети, которые не видели войны, но ощутили на себе все тяготы послевоенного времени. Вы принадлежите к этому поколению. Каким образом это сказалось на всей вашей дальнейшей жизни, на формировании вашего характера? Я видел это все. Я видел, как за хлебом стояли, помню, в очередях, за сахаром. Но это все же ощутили. Я помню, даже когда был маленький, я был такой, как дворовой. Все время там на улице футбол, войну играешь, тимуровскую команду я там какую-то сделал. Помогал инвалидам, дрова резали, там кололи. Владимир Михайлович, вот, наверное, и потому настолько проникновенно звучат строки следующей песни, которую мы сейчас послушаем. Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и, щелкнув лейкой, адрес взял с собой.
А мы опять ушли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой, а вокруг весна, небо синего, солнце бьет в глаза, и нежна листва. Нам бы жить да жить, жить бы да любить, и детей растить на земле. Меня поразило, как молодежь заряжается вот этой тематикой, такими серьезными песнями. Все же они не забывают вот эту историю. У нас хорошая молодежь, у нас личности и хорошие. И я думаю, за ними стоит будущее наше. Я говорю с тобой из 45-го, взгляни на снимок, я на нем живой. Не допусти же вновь войну проклятую, пусть будет мирное небо нам бы жить да жить, жить бы да любить, этот мир беречь на земле. Жить бы да любить, этот мир беречь на земле. У меня и тети, и дяди все были в партизанах. Я воспитывался на тех, как они, допустим, рассказывали много. Когда встречались, они военные песни пели. Ну, я с детства уже вот это ощутил в своем сердце, в своей душе. Я в Орше родился, там, где первые залпы «Катюши» были. Поэтому у меня патриотическое такое состояние всегда было в душе. Вы никогда не думали стать военным? Когда-то я думал, но как мечты, мои мечты были. Ну, тогда в космос полететь. Я говорил, я буду офицером, я буду офицером. Я предлагаю сейчас послушать еще одну патриотическую песню из вашего репертуара. Давайте. Когда весною зацветут тюльпаны в родимой белорусской стороне, вновь кажется, что мы в Афганистане, на той далекой проклятой войне. Опять, как вихрь, вращает круговерти, бросая без разбора в страшный бой. И снова мы за 3 шага до смерти, и все-таки хранимый Бог тобой. Григорий Соколовский написал. Сам был в Афганистане, он. Сколько я выступал, всегда зал встает, да. Афганистан, Афганистан, кричат израненные души. Мы навсегда остались там, в предгорьях желтой Гиндукуша. Афганистан, Афганистан, сердца пронизанные болью. Давно уже для нас ты стал печалью черной и любовью. Афганистан. Вы так много даете концертов, выступаете в Я домах много офицеров, выступаю, да. перед солдатами. Я всегда, знаете, как в жизни некоторые говорят, вот там певец так уже там, наверное, деньги зашибает и прочее, прочее. Я, во-первых, для инвалидов бесплатно, для правоохранительных органов бесплатно, для медицины бесплатно, для афганцев бесплатно, я никогда ни копейки не возьму ни у кого.
Я никогда не попросился в концерт, возьмите меня в концерт. Хотите, приглашайте, не хотите, не надо. Я издал около 7000 дисков. Я ни одного диска не продал. Вот есть Бог на свете. Я не продал и не продам. Имя дороже, чем диски. Я могу подарить кому хочешь. И мне будет очень приятно, что я сделал какое-то вот такое что-то доброе для другого человека. Я знаю, что вы помогли очень многим людям, когда они попадали в очень сложные ситуации. Откуда у вас вот это вот чувство сострадания? Ну, наверное, это заложено родителями, как я думаю. Может быть, воспитанием. Но мне самое главное, чтобы человеку помочь, что в моих силах. Кто бы ни обратился к тебе в жизни. Сказал спасибо, это хорошо, не сказал, тоже хорошо. Самое главное, чтобы быть порядочным человеком и надежным. Вот тогда это будет прекрасно. Я предлагаю, мы сейчас послушаем дуэт друзей и вспомним прекрасного человека. Вот познакомьтесь, мой друг Владимир Провалинский. Новые песни я часто показываю ему и доверяю, и первое исполнение. И вот новая песня, которую написал на стихи Михаила Ясеня, «Старое кино». Старое кино, да. Снова всех нас в кино приглашает сегодня афиша. Немудрёный сюжет и актеры забыты сейчас. 43-й затишье разрывов снаряда не слыша. В медсанбате девчонки танцуют любимый свой вальс. Ах, зачем ты, сестренка, призналась в любви капитану? Он в разведку идет, а таким беспощадна война. Слезы девичьи капают прямо нам в сердце с экрана. Там любовь вбивают, а в зале кричит тишина. И звучит, как бурте, грозный отблеск, обжигая вновь войною нас. Фронтовой любви простая повесть тех палящих лет случайный вальс. Вот старое кино, я тогда стал лауреатом «Товарищ песня». Я вот ее вообще хочу сделать по-другому. Осталось ноты у меня, Игоря Михайловича. Дело в том, что когда ты разучиваешь, ты не так поешь. Это называется напеваешь. И звучит, как бурте, грозный отблеск, обжигая вновь войною нас. Фронтовой любви простая повесть тех палящих лет случайный вальс. Фронтовой любви простая повесть тех палящих лет случайный вальс. Тех палящих лет случайный вальс. Песня прекрасная, очень хорошая песня. Вообще, Лученко, все песни прекрасные, могу сказать. А мы опять ушли туда, где выстрелы, где взрывы бомб и зловещий вой. Пошли вперед, чтоб выдержать, чтоб выстоять, пусть даже самой страшной ценой. Земля стонала вся в крови, в пожарищах, и мы за жизнь вели жестокий бой. А рядом на землю падали товарищи, и каждый был такой же молодой. А вокруг весна, небо синего, солнце бьет в глаза, и нежна листва, как хотел жить и любимым быть, и детей растить на земле. Я со всеми же композиторами дружу. Не только же Игоря Михайловича, Зарицкого, но я же и с Чиркуном, потом с Володей Будником. У него много песен он мне оставил.
Мы в парке с ним встретились, он босиком шел. Он босой ходил, гулял там. Я говорю, слушай, что ты, Володя? Он говорит, я закаляюсь. У меня даже есть одна песня, вот я хочу Будника исполнить «Ходите пешком». И у Пахмутовой я же пел. Мы дружили, много же талантливых у нас, и которые пишут песни, понимаете, их тоже забывать нельзя. Я считаю, что должна песня быть со смыслом. Владимир Михайлович, я предлагаю послушать одну из таких песен. Ты помнишь ту осень и тот листопад, что был моей сутью осенней, и твой беспокойный, бунтующий взгляд. Спасение, спасение. Ты мне говорила, очнись, оглянись, и осень тебе улыбнется. Вернется весна, вновь засветится жизнь, и солнце, и солнце. Вернется весна, вновь засветится жизнь, и солнце, и солнце. Это песня Игоря Михайловича Лученка. Ты помнишь, что осень? Я написал ее Осенев, псевдоним его, а это Лукьянов. Человек занимается, скажем так, политикой, Да, политик, да. да, государственными делами и пишет стихи. Красивая песня. Мгновенья этой осенней весны и листьев кружащийся пламень возьму в свои трудные зимние дни на память, на память возьму в свои трудные зимние дни на память, на память. А вот вы в душе романтик? Я, да, наверное, Вы знаете, как говорят, что красивых женщин очень много, да. а любимых нет. Меня пригласили спортсмены Так. посмотреть футбол. Был чемпионат Европы по футболу. А было это в обществе слепых. Ну и там познакомились. Пошли какие-то встречи. Как завоевывали сердце Яны? Встречи сколько у нас были. Мы общались и встречались. Я всегда ей дарил цветы. Я ей столько, наверное, вагон цветов подарил. В переулке на углу я купил цветы, потому что я люблю те, что любишь ты. Не букет из алых роз выбирал, любя, а пионы я принес только для тебя. Белые пионы, только для любимых, только от влюбленных. Свежие бутоны, белые пионы, только для тебя. Мужчина, который влюблен и с открытым сердцем к своей даме, только он знает, А какие вы знаете, цветы она любит. А вы знаете, чьи это слова? Нет. Это Михаила Ясеня. Вы представляете, Какая красота. что он какой еще лирик был, тоже Да. своего направления. Белые пионы, только для любимых, только от влюбленных. Свежие бутоны, белые пионы, только для тебя. Мне кажется, вы в своей жизни и в творчестве очень внимательно и с пиететом относитесь к женщинам. А мужик должен быть мужиком, как я понимаю, понимаете? А женщина уже женщина. Но мы же все такие мужчины глупые, по идее. Мы сами себя не можем, мы ищем что-то, вот каждую соринку в душе другого человека. А надо разобраться в себе, а потом уже искать у женщины.
У нас нет соринок, у нас идеальный порядок. Порядок, правильно? Вот это хорошо. Обязанность мужчины понимать женщину, но то, что она думает, мы никогда не поймем. Нам бы самим разобраться. Да, вы сами не можете разобраться в мужчинах, понимаете? Создается такое впечатление, что есть у вас ключик к женским сердцам. Мне кажется, что вот следующий фрагмент будет ярким подтверждением моих слов. На морском берегу, там, где плавится лето, я тебя стерегу от друзей и поэта, от твоей красоты. Улыбнулась мимоза, ты прекрасна, но ты ледяная роза, роза ледяная, ледяная роза. Ты не вянешь от мороза. Розу ледяную к морю я ревную, что ее ласкает на моих глазах. Я притронусь рукой до плеча ледяного, залюбуюсь с тобой, найду нежное слово, и от солнца удар моей жизни угроза зажигает пожар. Ледяная роза, роза ледяная, ледяная роза. Ты не вянешь от мороза. Розу ледяную к морю я ревную, что ее ласкает на моих глазах. Домашний очаг. Это так, наверное, хорошо, когда взаимопонимание и уют дома. Но это самое главное. Яна очень много сделала для спорта. А у нее все звания спортивные. Она чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр. Да. И до этого она там даже когда-то еще была призером Европы. И по диску даже, представляете, Вот это... диски, ядро, а потом уже на ядро перешла. Действительно, я могу сказать, она спортсменка, конечно, от Бога. Она решила в этом году уйти со спорта. Вот. Но она подполковник МВД, на пенсию будет оформляться. Надо Настю, чтобы она как-то выросла достойной. А вы дочку назвали именем Настя, мамы. да. Да. Настя творчески увлекающийся человек. Вот скажите, пока еще не думала, или, может, вы не думали, спеть вдвоем? Она талантливая девочка. Вот на днях закончила музыкальную школу по фортепиано. Школа же знаменитая, имени Глебова, под руководством Тамары Артемовны Куницкой. Она умница большая. Она руководитель, образец руководителя и образец человека. И Настя ходила в хор, она поет прилично. Они выезжали даже в Артек. Я ей говорю, ну давай, может, что-нибудь споем? Но она говорит, ну, папа, ну что ты, ну как-то неудобно, она стесняется. Я говорю, что ты стесняешься? Ты уже выше ростом папы меня сейчас уже. Ну да, как его уже одевает каблуки, так вообще, я говорю, манекенщица целая. И участвует в спорте. Она выступает за гимназию свою, во всех соревнованиях участвует, прыгает прилично. Она в 10 лет прыгнула на 2,18 с места. Там девочка на соревнованиях 2,15 прыгнула, а Настя еще спортом не занималась, ничего, она прыгнула. Быстро бегает, то есть она такая, в общем-то, подвижная девочка. Хорошие гены вы передали дочке. Да, но она художница еще была. Ее выставки в 5 лет были, а потом что-то остыло. Но у нас были и трудности же большие. Я работу оставил почему? Потому что теща была прикована к постели. Понятно. И нужно было, да. Несколько уход лет. нужен. И надо было, и Настю надо было. Надо же чем-то жертвовать было. Ну да. Владимир Михайлович, я предлагаю следующую песню посвятить давайте. вашей супруге Яне. Но вы меня удивляете песнями, я просто... Это же нужно, что сохранилось. Этот солнечный твой взгляд был подарен мне судьбою, ты цвела, как летний сад, вся наполнена любовью. От твоих несмелых губ захмелел я и забылся, и взметнули в небо вдруг мы
на звездной колеснице. День рождения любви отмечаем мы с тобою. Ничего мне не дари, просто рядом будь со мною. От мечты нам не уйти, от любви бежать не сможем. В моей жизни только ты, в моей жизни только ты, ничего мне не дороже. Давних времен композиция. Ну, как посвящение любимой женщине. Да, это хорошая песня, и Зарицкий написал. Эдик вообще чудесный человек был. Он мне всегда все показывал. Я помню, когда Таня была жива еще, супруга, она всегда встречала, вы не представляете, всегда с улыбкой говорит: Володечка, ну что там вы еще? Пойте, пойте, пойте. Я говорю: да, может, уже хватит уже. А она говорит: нет, Володечка, ты пой, 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 пой. Владимир Михайлович, ну вот мы выбрали эту композицию, а, возможно, мы не угадали, вы бы хотели исполнить какую-то другую песню? Нет, ну, мне когда-то подарила песню Легостаева. Она написала песню «Единственная женщина». Милая, любимая, далекая, где тебя искать, в каком краю? Нежная пивунья синеокая, на мечту похожая мою. Я ходил, искал тебя за долями, в городской толпе средь бела дня. Может быть, друг друга не узнали мы, разминулись рядышком пройдя. Единственная женщина еще в судьбе не встречена, и я иду навстречу ей иду. А мне навстречу женщины идут такие женщины и смотрят так доверчиво, а я ищу одну. В жизни у каждого из нас случается что-то, что может служить окончанием чего-то и как бы продолжением чего-то нового в нашей жизни. В вашей жизни было что-то такое, что было до и после? Ну, в жизни всякое бывало. Когда у меня были трудности, я помню, со здоровьем, и Лёва со мной ездил, и Винокур подключался, и Кобзон подключался, и мой друг, который один генерал, Валерий Иванович Красновский, тоже. Самое главное — встречать порядочных людей в жизни. Я плохих не встречал. Я встречал только хороших, добрых, настоящих людей. Это замечательно. По жизни, да. И мне везло. Уходят старые друзья, порою не успев проститься, взмахнув крылами синей птицей, на нас с небес они глядят. Уходят старые друзья, невосполнима боль утраты, и помним времена и даты, их позабыть уже нельзя. Уходят старые друзья, и вот без вас встает рассвет, и не меняют краски цвет, и так же день сменяет ночь, как много лет назад точь-в-точь, свою оставив пыль дорог. Кому и сколько знает Бог, а нам узнать не суждено, лишь память крепнет, как вино. Я посвятил эту песню всем тем, кто ушел. Поэтому самое главное — это в жизни, чтобы люди все были здоровы. Дай Бог, чтобы мы еще пожили, чтобы Настю еще замуж выдали, и посмотреть, как она будет счастливой. А я наслышана о том, что вы
собираете народные рецепты, вы разбираетесь в этом. Как можно, ну, как-то свое самочувствие поправить какими-то элементарными средствами, продуктами или какими-то травками? Когда человек встает, вот как я делаю, допустим, я выпиваю кружку воды теплой, чтобы пошло движение, да? Да, движение пошло. Так. То есть после этого берешь, значит, чеснок, зубчик, и мелко-мелко нарезаешь. Потом раз, и водичкой запил, только глотать, не разжевывать. У вас ни запаха не будет, ничего, вы будете еще. А потом через некоторое время вы кашу можете есть. То есть уже позавтракать да, можно. Мы с женой принимаем через день, получается. И вы будете чувствовать себя прекрасно. Это для сердечной деятельности, для всего. И льняное масло. Я беру, допустим, льняное масло, в кашу добавляю, в творог могу добавить, куда угодно. Это второй. И третий рецепт – это чернослив. Чернослив обладает такими свойствами, что рядом ничего не стоит. Тестирование делали, не стоит. Почему? Потому что это сердечная деятельность, желудочно-кишечный тракт, это язва, эрозия, это полезно при, значит, остеопорозе, женщины менопауз, для зрения, он широкого спектра, для нервной системы. И лимона вот нужно обязательно. 2 части отрезаешь вот так вот, горячую воду и пить. Если холодная вода, это витамин С. А когда горячая, это даже для плохих клеток тоже плохо. Если вы будете это делать, то вы будете жить долго и радостно, с удовольствием. Свежий воздух, больше на свежем воздухе бывать, ходить, зарядку какую-то элементарную делать. Я утром встаю, иду на зарядку в парк и делаю упражнения. Потом отжимаюсь, подтягиваюсь. Да сколько раз можете отжаться и подтянуться? Ну, отжаться я могу раз 30-40, Так. допустим, отжаться от пола. Так. Подтянуться, десяток раз. У меня зарядка идет 40 минут, 50 минут, до часа, не больше. Ежедневно, в любую погоду. А девочки ваши присоединяются, Настя и Яна, к вам? Нет, Яна не присоединяется, они спят. Жизнь – это движение, а движение – это жизнь. Все делать нужно по самочувствию и с удовольствием. Не можем мы ни дня прожить без спорта. Нам солнце светит ярко с высоты. Достигнем мы всемирного рекорда, и сбудутся надежды и мечты. Зовет страна спортивные отряды, и мы к победам новым на пути. Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада наша впереди. Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада наша впереди. Пускай летит в спортивных будних время, до старта остается только миг. Лишь на тебя надеется твой тренер, ведь ты всегда любимый ученик. Зовет страна спортивные отряды, и мы к победам новым на пути. Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада наша впереди. Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада наша впереди. Это спорт воспитал такую самоорганизацию? Самоорганизация – это с детства у меня идет так. Мне тоже лень. Надо не лениться, потому что мы по натуре люди вообще лентяи. Но у нас движение тогда, когда уже поздно делать, а надо делать это заранее. Поэтому вы в такой прекрасной форме. Вам виднее, но стараюсь. Владимир Михайлович, Да. спасибо вам за то, что вы сегодня рассказали о своей семье, о своем творчестве, о своих предках, о своей малой родине, о ваших коллегах, о ваших друзьях. Вы замечательный собеседник. Притом очень разносторонний. Я это еще для себя открыла. То, что вы прекрасный артист, это я знала. Очень хочу пожелать творческих успехов, чтобы всегда вам солнце улыбалось, потому что вы улыбаетесь солнцу и людям, чтобы все в жизни складывалось. Спасибо вам. Я бы хотел сказать вам большое спасибо, что вы меня пригласили, что я очень тронут. И дай Бог, чтобы ваш коллектив еще на долгие-долгие годы сохранился, и вы радовали нас своим присутствием на этом прекрасном свете. Всегда на чеку
мое беспокойное сердце. Стучишь и стучишь, прибавляя к вискам седины. Все дальше и дальше уходит от нас наше детство, порой возвращаясь к нам наши тревожные сны. Не знала покоя ты сердце в юности ранней, нам не подобало с тобою на лаврах почить. Тебя не щадил, я не знал, что сердечные раны нельзя никогда, никогда, никогда залечить. Мой верный советчик, мое беспокойное сердце, тревожно стучишь ты, устав от житейских дорог. Прости меня, сердце, прости меня, сердце. Прости меня, сердце, за то, что тебя не берет. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія і унікальныя кіна-відэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі вас зацікавіла наша прадукцыя, у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем нашай кіназалы. Пакідайце вашы пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!